Здравствуйте, с вами «Акцент». 7 октября в Якутии стартует 5-й национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Обилимпикс». Расскажет о предстоящем мероприятии Иннокентий Афанасьевич Конешников, заместитель директора Института развития профессионального образования. Иннокентий Афанасьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, какие в этом году особенности проведения отборочного тура? Особенность этого года в том, что как организовано это мероприятие, да? Сначала во всех регионах России, начиная практически с весны, проводятся региональные, внутрирегиональные этапы. Дальше победители едут в конце ноября в Москву на финал, да? Если до этого все победители участвовали в финале, там показывали наши участники очень неплохие результаты, да, то в этом году из-за того, что там по одной компетенции, например, если участвует по самой массовой, например, хлебобулочные изделия, да, тогда вот 85 конкурсантов там со всей России максимум может получиться, тогда рабочих мест не хватает, и они в этом году проводят отбор. Еще один отборочный этап перед финалом получается. Это основное отличие этого года. А вот что дает проведение таких мероприятий? Проведение таких мероприятий, во-первых, дает нашим студентам, всем участникам уверенность в своих силах. Да? Мы видим, что участники, которые были там в Москве, например, в финале, либо участвовали тут в региональном чемпионате, они пробуют себя, пробуют свои силы и открывают для себя новые горизонты, можно сказать так. Также касается это и деятельности наших экспертов, да, и организаторов наших учреждений. То есть они пробуют себя на инклюзию, насколько они приспособлены для, по инклюзивному направлению, насколько здания их не соответствуют, насколько преподаватели их не соответствуют для работы с такими людьми. А вот где пройдут основные мероприятия Обилимпикса? Основные мероприятия Обилимпикса в этом году, как традиционно, в 2 точках нашей республики. Это город Якутск, очень много компетенций, и город Ирингри. Эти 2 точки — это профессиональные образовательные организации, медицинские колледжи, также техникумы и интернат. И СВФУ, естественно. А ребята какого возраста смогут принять участие? Там школьники могут принять участие до 14 лет, студенты до 65 лет могут принять участие. Также все желающие работники могут принять участие, люди, которые имеют ограничения по здоровью, да, до 65 лет могут принять участие. А вот какие компетенции представлены на чемпионате? Очень много компетенций. У нас 18 компетенций представлено, да? Например, кондитерское дело, медицинский уход, бухгалтерский учет, лабораторный медицинский анализ, вязание крючком. То есть все профессии, которые реализуются в наших профессиональных образовательных организациях, в основном представлены, наиболее массовые. Замечательно. А вот на ваш взгляд, каковы перспективы данного конкурса? Данный конкурс, на самом деле, это инициировано именно Россией. Именно Москва стала инициатором этого конкурса. И перспективы, я думаю, очень такие. Потому что все больше внимания уделяется, например, у нас же пандусов не было, сейчас пытаемся что-то делать, да, чтобы доступность делать, чтобы общественный транспорт тоже был доступен, да, для каждого желающего. У нас на самом деле, если сравнивать с какими-то развитыми государствами, европейскими, то с той же Японией, например, у нас есть куда стремиться, есть куда расти в этом направлении по обеспечению доступности. Поэтому перспективы очень много. Еще дает дополнительную возможность трудоустроиться, да, нашим студентам. Когда проходят соревнования, экспертами обычно, как правило, выступают
работодатели, представители работодателей, да, и они могут там посмотреть, кто на что способен, и есть случаи, когда участники находили таким образом как бы будущего своего работодателя. Вот это тоже одна из главных целей этого конкурса. Показать, что люди с ограниченными возможностями, с инвалидностью тоже могут не хуже, иногда даже лучше с творчеством работать на производстве. Здорово. Иннокентий Афанасьевич, спасибо вам большое за то, что приняли наше приглашение и посетили нашу студию. С вами был «Акцент». До новых встреч.